Как мы приходим к истине, к философии? Когда все плохо, да, когда жизнь начинает рушиться. Вы говорите также о силе слова. И что такое следить за своими мыслями? Это осознавать, моя ли это энергия, и надо ли тебе питаться чужим энергией. Даже серьезные издания стали писать об этом, что люди столкнутся со своими страхами. 24-й год будет сложный. Самая опасная мысль, на самом деле, для человека, это знаете какая? Это самоосуждение. Почему люди попадают на эти манипуляции? Кто-то проходит свои уроки через финансовые потери. Кто-то проходит свои уроки через какие-то там потери здоровья. Как только я сейчас прекращу вещать это в мир, у меня весь портал закроется. Ольга Кривошапкина-Сайдына, духовный мастер, шаман нового времени. Дочь известного алгещита Алексея Божидонова-Сердек, выпускница финансово-экономического института ИГУ и финансового университета при правительстве России. Более 10 лет проработала в налоговых органах республики. В 2013 году защитила диссертацию кандидата экономических наук. С 2017 года ведет блог о духовности и законах мироздания. Проводит тренинги, курсы по познанию себя, раскрытию своих способностей, обретению внутренней гармонии. Ольга, добрый день. Добрый день, Анна. Кто такой шаман нового времени? Шаман нового времени, я решила отобразить себя таким названием. Почему? Во-первых, я родом из Якутии. Интерес к той философии, которую я несу в мир, вызывает большое количество людей русскоговорящего мира по всем континентам. Ну, так уж сложилось, да? И называя себя шаманом, я делаю отсылку в родную Якутию. Потому что мне очень хочется показать свою аутентичность, да, показать о том, что Якутия — это очень богатая на свои собственные какие-то уникальные совершенно истоки, которые могут быть очень востребованы в современной реальности у современного человека, живущего в каких-то городах-миллионниках. Но почему нового времени? Поскольку мы все живем в современном мире, все меняется. И мое тоже такое убеждение, это мое мнение, что шаманизм, он тоже претерпевает свои изменения. Кто такой шаман? Это человек, который несет истину, тот, который служит своему обществу, тот, который старается сделать так, чтобы этот мир стал лучше, чище, добрее, по-своему некий миссионер. И тем, что я говорю, что я шаман нового времени, я отражаю суть своей философии и говорю о том, что знание может спасти мир, знание может изменить качество жизни каждого человека, который к нему прикоснулся. Поэтому, может быть, несколько, конечно, гротескно звучит, может быть, немножко даже для кого-то пафосно, но для большинства людей, которые приходят ко мне в блог, они видят там огромное уважение, потому что те какие-то тенденции и течения, которые сейчас есть, я сразу как бы отсекаю, что я вне религии, что я вне психологии, я не профессиональный психолог, например, да? Но шаманизм — это такая структура, которая включает в себя в том числе и психологию, и философию, и какое-то здравое отношение к жизни, и уважение ко всему, что нас окружает. Поэтому я так решила себя называть, и пока будет так. Хотя, конечно, мне внутри очень отзывается, что я философ нового времени, но пока вот эта преамбула меня очень устраивает. Но вы сказали истина. Да? Какую истину вы транслируете, кто ваши учителя и откуда берутся эти знания? Скорее скажу так, что истина, она одна. Мы все говорим о мире, мы все говорим о добре, по-своему трактуя ее. Здесь я абсолютно согласна. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что когда открывается внутри знание, но у меня открылось совершенно неожиданным образом. Я не ставила это целью своей жизни. Это было такое хобби. Мой отец — это известный в республике человек Алексей Иванович Сердек Божидонов. Понятно, что я выросла в несколько другой обстановке, и дома велись несколько другие разговоры. То есть было много разговоров о духовности, о мире энергии, о шаманизме, о силе слова. И у отца очень богатая библиотека. Я читала эту библиотеку потихонечку, и не скрою, мне это было всегда очень интересно. Как мы приходим к истине, к философии? Когда все плохо,
Да, когда жизнь начинает рушиться, когда тебе кажется, что тебя наказали такого хорошего человека. И вот когда у меня начали происходить эти очень серьезные отрицательные события, например, там серьезная авария в 2014 году, где я поломалась во всех смыслах. И у меня действительно был вопрос. Во-первых, я не умерла. Хотя все врачи очень сильно удивлялись, а почему ты жива? Люди при таких травмах, ты должна была погибнуть. Я подумала, раз я осталась, для чего? У меня было очень много вопросов, ответов не было никаких. И я начала традиционно посещать ретриты всех шаманов, которые здесь есть. И благо у папы опять много друзей. Он меня познакомил с Александром Куланом, да, через него я познакомилась с Юлией Лагун, и они мне оказали очень большую поддержку. Я ходила на всех семинары, да, ездила с ними по святым местам. И в какой-то момент у меня внутри начали складываться очень какие-то красивые мысли. Я решила их записывать. Сперва это WhatsApp, подружке скинуть, потом что-то их стало больше и больше. И я вдруг поняла, что если я это где-то не зафиксирую, это все исчезнет. Как все начинающие, наверное, практики, да, обесценивала эти знания, потому что я их присваивала. Я считала, что это мои знания, и я это знаю. О том, что я соприкасаюсь к какому-то другому источнику, я как бы не понимала. О том, что мне дают возможность соприкоснуться к знаниям, получить их и передать. А сохранить их внутри себя, записать на свой хард-диск, ну, это практически невозможно, потому что объем очень большой. И там еще есть такой очень важный нюанс, он очень интересный. Эти знания даются только тогда и только тем, кто несет их в массы. Как только я сейчас прекращу вещать это в мир, у меня весь портал закроется. Я перестану слышать этот голос в голове, потому что очень четко высшие говорят, что это дается только тем, кто несет это знание дальше. То есть использовать эти знания в личных целях, там, в целях каких-то личных, не знаю, прорывов невозможно. Вот пока я этим занимаюсь. Но я себе тоже не ставлю себе целей до конца своих дней, я Ольга Кривошапкина буду. Нет. Вот сейчас мне идет так. Возможно, через 5 лет я изменюсь настолько, что я уйду там в какие-то другие грани себя. Мгм. Жизнь покажет. Вы говорите также о силе слова. Каждое сказанное слово несет огромную силу и огромное влияние на большую аудиторию. Вы это как-то контролируете, либо все, что вы слышите внутри себя, идет в массу? Очень хороший, очень глубокий вопрос. Мне он очень нравится. Я его прокомментирую. У меня были моменты, я вообще вышла в открытый космос в 2020 году, когда вот началась пандемия, все здесь сели дома, я работаю на удаленке, скучно. И я решила, это у меня в блоге было там 100 человек, я думаю, ну это никто не видит, никто не узнает моего позора, да, там. Когда заходила парочку знакомых, у меня поднималось давление, учащался пульс, я внутри падала в обморок, а голос продолжал говорить. И в какой-то момент у меня, конечно, есть у нас внутри начало Иекут, да, душа, и есть начало Салганкут, это ум, ну, условно говоря, да. И вот есть я ум, а есть внутренняя твоя духовная часть, которая, она очень мудрая, она очень глубокая. На уровне ума, конечно, у меня, как у любого нормального человека, и я и диагнозы себе пыталась ставить, и думала, кажется, я это кукую, ну ты же нормальная, как бы, да, то есть вот этот синдром самозванца и страх, а что скажут люди, что меня осудят, особенно я же из серьезных структур, боже, зачем ты позоришься, да? Но когда я начала доверять вот этой внутренней силе, я ей доверяю. Я не верю ей слепо, я ей доверяю. И почему-то, когда я ей следую, ей доверяю, меняется моя жизнь и меняется жизнь тех, кто ко мне приходит. То есть можно было бы это отрицать, можно было это высмеять, можно было сказать, что за ерунда, но она приносит свои плоды, она работает. Ум, наш ум с высшим образованием, Якутский государственный университет и так далее, он не может объяснить некоторые необъяснимые вещи. Да, то есть наш ум заточен под другое. Как ипотеку заплатить, как кредит по более хорошему проценту взять и так далее. Кстати, про ум. Говорят, все проблемы от наших мыслей, от нашего непрекращающегося вот этого мыслительного процесса, от мыслей, и даже говорят, болезни появляются от мыслей. Так ли это? На самом деле, это, конечно, очень тонкая философия, но наш мыслепоток, который есть внутри нас, парадокс заключается в том, что он не совсем нам принадлежит. Когда я стала изучать мир энергии, я человек очень любознательный. Мне было очень интересно, как он устроен, а почему я все время, кто у меня внутри вообще говорит, да? Почему он не замолкает. Когда я
увидела, ну как увидела не глазами, конечно, а увидела на уровне знаний, как мы устроены, как мы выглядим, мне очень многое стало понятно. Я сейчас расскажу один очень простой пример. Это было несколько лет назад, до того, как я стала практиковать там какое-то глубокое знание. Утро 8 марта я просыпаюсь. Что ждет женщина утром 8 марта? Ну, цветы. Цветы, подарки, сюрпризы. Я спускаюсь на первый этаж, ничего нету. Время там 8:30 утра. И что делают женщины утром 8 марта? Женщина заходит утром в соцсети, Да, и начинает листать, и видеть красивые подарки, картинки, и начинает думать о том, как ей грустно, как грустен мир. И вот я лежу, и уже предательская слеза подступает, у меня внутри рождается обида. Я думаю, как же так, я же 23 февраля все вовремя подарила. И вдруг внутри меня, и еще нет, подождите, главную мысль сказала, и у меня, значит, просыпается такая злая женщина внутри. Сейчас я встану, я ему сейчас все скажу, сейчас я пойду, разбужу и выскажусь. И уже у меня, я практически привстаю, и вдруг какой-то другой внутренний голос говорит: подожди, а твоя ли это энергия? Хороший вопрос, да? Твоя ли это мысль? Я захожу внутрь себя и вдруг начинаю чувствовать. У меня нет видения, я не ясновидящая, я чувствую, что эта энергия лежит над городом. Энергия лежит. Это много мыслей тысяч женщин, проснувшихся 8 марта, и оно как облачко поднялось над городом, и я его вдохнула, пролистывая социальную сеть. И я подумала, а ты хочешь дышать этой энергией или не хочешь? Ты хочешь ее транслировать в мир? Я говорю, нет. Я взяла ее, выдохнула, вошла внутрь себя, заглянула внутрь моих чувств, моих мыслей и увидела, что там никакой злости и агрессии нет. Через полчаса просыпается мой муж, который не знал, какую я метаморфозу прожила за утро. И он говорит: чайдекка, давай попьем чай. Я спокойно готовлю завтрак, мы завтракаем. Он говорит: ну ладно, я в город поехал. А у меня 3 дочери и, соответственно, подарков. Ну и он съездил и приехал со всеми подарками. И что такое следить за своими мыслями? Это осознавать, моя ли это энергия, и надо ли тебе питаться чужим энергией. И человек, который неосознанный, да, мы сейчас немножко в глубокую философию заходим, он будет всегда дышать тем воздухом, который есть вокруг. Он не будет дышать своими собственными мыслями и будет подвержен, вот, например, был ковид, была гиперпаника, было столько страхов, да, ну, потом какие-то другие события в нашей стране и в мире, когда у людей огромная сила тревожности, и прям воздух одном ходит. Человек, который внутри не берет энергию изнутри себя, вдох-выдох изнутри себя, да, он будет все время питаться этой энергией. А дальше вся эта энергия проникает в тело, и ты уже становишься ведомой ею. И поэтому вот моя учеба, моя философия, она основана вокруг того, чтобы ты обретаешь себя. И мое абсолютное здесь уже убеждение, это доступно каждому. И что такое новые энергии? Это когда каждому, еще раз подчеркиваю, каждому человеку доступны уникальные возможности научиться жить вне порога ума. То есть научиться жить чувствованием, считыванием поля и стать внутри свободным. Человек, который обрел духовную внутреннюю силу, он точно так же смотрит на мир. А происходить будет много разных событий. Так это помягче скажу. Вот, давайте тогда поговорим об этом. 2024, наступивший год, говорят, год кармы. Да? Очень много информации, даже серьезные издания стали писать об этом, что люди столкнутся со своими страхами, то, чего боялись, то, что наработали, то, как жили, обернется все в 2024 году. Так ли это на самом деле, и как вы видите этот год? И как чувствуете? На самом деле, да, у меня глубокий процесс чувствования, где-то даже на уровне паники, был в 2019 году в конце года. У меня тогда просто, я не могла сидеть на месте, я думала, боже, скоро все же изменится. И не понимаю как, не понимаю, что произойдет. И говорю, вообще вот идет новое время, все изменится, все будет по-другому. Как мы жили, уже мы вообще жить не будем, да? У меня был очень скромненький блог, я провела очень маленький семинар, там в Якутске там 8 человек, из них 5 было мои подруги. И я пыталась сказать, что сейчас нам придется всем измениться, и всем придется жить по-новому. Не как мы привыкли жить.
И это не зависит, хотим, готовы, согласны, не надо, я не хочу. Неважно. Нас всех как будто выбросят в новые условия. Это был 2020 год, и мы все знаем, что действительно жизнь каждого очень серьезно изменилась. 21, 22, 23 года, они были не менее сложными, трансформационными. Там было очень много вызовов, как на уровне личности каждого, так и на уровне серьезных внешних обстоятельств. То 24 год, равно как и 24, это продолжение тех же энергий. Есть некое понимание, что после 25 года будет помягче, но это не точно. Я как-то говорила в одном из своих роликов о том, что прогнозы больше не работают, их больше нет. То есть давать четкие прогнозы на 24 год будет вот так-то, нет, так не работает. Почему? Потому что сейчас у каждого включается мультивариантность событий. Когда у каждого в жизни от его ежедневного выбора будет меняться вся парадигма его жизни, его судьба на ближайшие 10-15 лет. И мы все находимся в таких единичных, собственных, личных выборах и одновременно, объединяясь, делаем какие-то глобальные выборы. Поэтому вариантов много. И какой из них вытянет на себя, там, да, сейчас сказать, ну, не то что сложно, это невозможно. Но что я могу сказать абсолютно точно, и в этом я, опять же, убеждена, что 2024 год будет сложный. Сложный почему? Потому что, опять, можно в это верить, можно в это не верить, можно говорить, что это не так, но есть энергетические процессы, и в этом плане, да, быть человеком народа Саха нам как бы гораздо проще, мы очень многие вещи для нас это как бы естественным образом. Например, что мы живем ортодойду, да, что есть это, ну, срединный мир, что есть верхний мир, что есть нижний мир, и для нас это неоспоримый факт, ну, как бы так оно и есть. Да. И раз есть ортодойду, значит, есть угадойду, значит, есть какие-то энергии, силы, которые на нас влияют. Ну, чисто физический процесс. И что такое энергия перехода, что такое новое время? Это когда Аилар, там, да, верхние духи, божества, они дают нам новые порции энергии, другие. Вера вообще это физика. Вот падает, например, яблоко с яблони вниз. Верь ты в это, не верь, оно все равно упадет. Это чисто физика. И точно так же есть метафизика. То есть процессы, которые происходят на более глобальном уровне, которые опять наш ум не совсем готов пока слышать. И поэтому надо вот пережевывать какой-то человеческий язык и объяснять. Так вот, происходят сложные моменты, когда наша Земля, да, она же живой организм, опять Сахаларга это гораздо проще думать, осваивать и понимать, что у нас Земли тоже есть и живой организм, живая душа, она трансформируется, она меняет энергии вокруг себя. И для того, чтобы их изменить, опять же, вот эта красивая метафора про алмаз, да, когда мы находим алмаз, я 6 лет проработала в алмаздобывающей компании, для того, чтобы алмаз стал бриллиантом, для того, чтобы человек засиял в своей красоте, его надо в грохот, его надо в кислоту, его надо оттесать хорошенько. То есть это сложное условие. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое 24 год, это год, когда энергии пойдут очень сильные. И да, что укорачивается? Подумал, сбылось. Это действительно укорачивает. То есть это уже те законы метафизические, которые действуют. И по факту надо быть аккуратными в мыслях, в желаниях, в пожеланиях. Да? Что это означает? Самая опасная мысль, на самом деле, для человека, это знаете какая? Это самоосуждение, самокритика, самопоедание. Когда ты сам себя берешь вот так вот, как ножиком обкалываешь, потом заболеваешь. Либо случаются какие-то неприятности. То есть о себе думать можно либо хорошо, либо очень хорошо. Вот два процесса. И это не про эго. Ах, какой я самый прекрасный в мире человек. Нет, это про адекватное к себе отношение. Ну, разлил ты эту чашку молока на пол. Ну, не обязательно себя проклятиями по пятое колено-то отсыпать, да? Что ты бестолочь, руки у тебя дыря. Ну, возьми тряпку, молча вытери. То есть вот это про очень обыденные простые процессы. А сейчас те, кто не научился за последние 4 года себя беречь, прям беречь, относиться к себе с поддержкой, вот да, будет сложно, потому что энергия усиливается, ты подумал, ах ты бестолочь, хоть бы ты ногу сломала. Пэмс, завтра ногу сломал. Но ты так не думай о себе. То есть вот здесь получается, да, то, что мы творцы своей реальности. Но это не совсем трансерфинг реальности, это не совсем марафоны Блиновской. Работает несколько по-другому.
Ну, то есть для того, чтобы иметь красивое тело, хорошую внешность, это же не то, что там бумажечки написала и какой-то ритуальчик сделала. Это надо заниматься спортом, надо правильно питаться, надо хорошо высыпаться, надо тратить на это внимание и время. То есть вроде как и есть секреты, вроде как и секрета нету. И точно так же, когда людям объясняешь вот эту траекторию нашей мысли, что такое энергия, как ты влияешь, почему-то у людей начинает качество их жизни улучшаться в лучшую сторону во всех аспектах, в материальном в том числе. Хорошо. Сейчас есть другая проблема. Очень много манипуляций, очень много влияния, очень много людей появилось, шарлатанов и так далее. Да? Наша компания даже сняла фильм «Харче» о том, как люди могут влиять, как могут управлять, как могут обманывать. Как остерегаться вот этого всего, да? Почему люди попадают на эти манипуляции и обман? Это очень актуальный, я бы даже сказала, болезненный вопрос, но на самом деле ему есть очень четкое разрешение. Почему? В нашей жизни нет случайностей. То есть в жизни каждого человека происходят очень строго предопределенные события. Те, которые мы притягиваем своим состоянием. И вот когда мы чрезмерно доверчивы, это, кстати, не положительный фактор. То есть мы чрезмерно наивны, нам жизнь эту наивность, ортолур, да, усредняет, немножко притушает ее. Когда в нас очень много корысти, когда мы хотим быстро здесь и сейчас на халяву, когда в нас очень много страхов, когда у нас очень много недоверия. Что такое вообще жизнь? В жизни мы проходим один важнейший урок. Мы учимся доверию. Недоверчивость и наивность – это разные совершенно процессы, а прагматичному, взрослому, но доверию. Когда ты полагаешься сам на себя, ты очень хорошо, внимательно знаешь самого себя. И вся наша жизнь – это первое – знакомство с собой. Кто я, что мне интересно, что я хочу, что я могу. А почему вот я попался на мошенников, и почему вот меня обманули на несколько миллионов? А ведь там внутри есть очень четкое определение, очень четкое объяснение. И там всегда будут какие-то процессы, которые будут предварительно тебе, АЛГ будет знаки подавать. Не делай, то есть каких-то, но ты не прислушиваешься, ты бежишь за компульсивным умом, который все время утягивает тебя куда-то не туда. И опять возвращаемся к тому, что надо научиться слушать себя. Как обезопасить людей от этого? Да? Во-первых, это невозможно. Каждый человек внутри, он состоит из своих собственных взглядов, убеждений, страхов, сомнений, соткан так. Сейчас время, в принципе, очень тревожное, ну, само по себе. То есть да, у человека внутри очень много неустойчивости. И у каждого она проявляется по-своему. Кто-то проходит свои уроки через финансовые потери, кто-то проходит свои уроки через какие-то там потери здоровья. Но это на самом деле всегда урок, который должен привести тебя к обретению себя внутри. И поэтому сказать, что вот это много плохих событий, но по факту только все плохие события ведут человека к тому, чтобы он становился лучше. Как каждый человек извлечет из этого урока, это уже другая история. Это не означает, что теперь всех мошенников надо поддерживать и говорить, что все это благо. Нет, надо называть вещи своими именами. Но нужно очень четко понимать, что каждый человек ответственный прежде всего за самого себя. Он должен понимать, почему То есть ты должен задумываться, почему в моей жизни происходят те или иные события. Могу ли я на них повлиять? Абсолютно точно. И поэтому отсюда выходит очень четкая, устойчивая мысль, что по сути вся наша жизнь, знакомство с собой — это изменение своей собственной жизни в лучшую сторону. И когда я получила свой уникальный какой-то опыт, да, я могу этот опыт транслировать другим людям. И говорить, вот смотрите, я вот там, не знаю, похудел на 40 килограмм, теперь вы, пожалуйста, похудите. А вот сидит человек 120 весом килограмм, говорит, я точно знаю, как я прочитал 500 книг по похудению, я сидел на 200 диетах. Все, давайте все худейте. Ну, парадокс, подожди, ты сперва сам похудей. То есть, по сути, вся наша жизнь — обрети себя сперва, пойми себя. Потому что любой негатив, который рождается внутри меня, это вызов мне. Можно ли жить без негатива внутри? Да, запросто. То есть можно дойти до такого уровня, когда ты внутри себя свободен. Ты всегда радостен, ты находишься в стадии тихой радости, когда изнутри сочится такая энергия любви к миру, к любви к людям, и ты понимаешь, что мир устроен очень
Своеобразно, да, нестандартно, но он не устроен для того, чтобы ты ставил всем оценки: плохой, черный, белый, хороший. Нет, вот он такой. И твоя задача в этом мире себя улучшить. И, улучшив себя, помочь другим людям тоже стать лучше. Вот такая у меня нехитрая философия. Мы живем в материальном мире, и хочется поговорить и о финансах. На самом деле тема денег — это очень глубокая, очень красивая, очень важная тема. И каждому человеку, который находится на пути духовного развития, сперва надо разобраться с денежным вопросом. Как бы странно, Первостепенно. и как будто бы они лежат на разных плоскостях, тем не менее. И опять же, да, сейчас идет новое время. Мы реально жили в той, не знаю, вековой традиции, когда очень богатые люди — это очень злые люди, алчные люди, которые там угнетают бедных, да, которые никого не щадят и в угоду своих личных интересов используют всех людей. Это вот парадигма старого времени. Но мы с вами постепенно переходим в парадигму нового времени, когда человек внутри, меняя себя, это будет обязательно процесс очень медленный. Невозможно за 2 суток, за 2 недели прокачать голову в области финансов и резко стать миллиардером. Если бы все эти денежные практики так работали, мы бы все давным-давным. Почему не работает? Потому что процесс длительный, процесс сложный. Нет ни одного человека в мире, который за ночь похудел на 20 килограмм. И всех там миллиардов человек. Ни одного. Почему? Закон энергии такие. И нет ни одного человека, который случайно разбогател. А что за законы энергии? А О законы котором вы энергии постоянно говорите. в том, их много, они разные. Это, например, закон баланса, закон брать-давать. Если ты не можешь отдать, ты не можешь взять. Если ты не можешь взять, ой, стыдно, зачем мне эти подарки, фу-фу-фу, не надо, не надо, ой, вы что, вы что. То есть мы занижаем самого себя. То есть нарушение баланса брать-давать. Когда ты внутри с этим балансом разобрался, когда ты себя понял, раскачал себя, вот у тебя начинается следующий пласт. То есть таких законов и в отношении денег тоже очень много. И это надо очень четко понимать. Понимать, что такое, опять же, закон баланса. Если ты до такой степени много работаешь, что ты не видишь свою семью, ты теряешь свое здоровье, да, ты здесь поднимешь, а здесь у тебя по закону баланса уйдет минус. Но мы можем быть гармоничными, мы должны быть гармоничными. И на самом деле вопрос денег, опять, мое абсолютное убеждение, что в ближайшие годы те, кто действительно поменял парадигму своего мышления, кто стал более смелым, более свободным, более щедрым, человек, который живет без ожиданий. Чем больше у нас ожиданий, претензий к людям, к жизни, тем меньше у нас удачи в нашей жизни. Это тоже закон. И когда ты понимаешь, как все устроено, и тратишь на это годы, обязательно добиваешься успехов. Но абсолютно точно мы живем в ортодойду. И я не вижу сейчас возможности, что все в один прекрасный день встали, разбогатели. Но так не будет. Мы все очень разные. И у всех у нас разные задачи, которые ставятся перед нашей душой, да, допустим, в текущем мире. У кого-то задача простить маму, которая его страшно обижала в детстве. Это невозможно простить вообще вот никак. Это ужасную маму, никак невозможно простить. Но у нее задача научиться ее простить. Не надо даже любить, а вот принять как есть, вот научиться вот это принять, научиться чуть-чуть чувствовать не агрессию, а другое, то есть трансформировать вот это вот негативное что-то более светлое. Вот такая задача. У нее нету задачи стать миллионером, а она все, я пошла предназначением, мне плевать на эти обиды, и мы в погоне не за теми. То есть у каждого из нас есть какие-то свои особенные изюминки. Сейчас есть очень много каких-то там теорий, что окружение нас очень сильно формирует, и да, и нет. Да? С одной стороны, абсолютно точно, что бытие определяет сознание, сознание определяет бытие, и какое у тебя окружение. Если вокруг тебя там все нытики, ты в какой-то момент все равно станешь нытиком. Если вокруг тебя все осуждают, в какой-то момент сам не поймешь. Но это же вызов тебе, а ты нытиком не становись, а ты не осуждай. Повод задуматься. Да, и вот когда ты изменишься, там уже опять по закону энергии у тебя плотность энергии твоих внутренних становится другая, плотность изменилась, и ты переходишь в другую. И также бывает, что работал на каком-то предприятии, и вдруг тебя раз и выкинуло. И ты уже, оказывается, перерос энергиями вот этих людей. Или, например, жил в этом городе, но раз оказался в другом. Ну, то есть мы все очень сильно меняемся, и от того, насколько мы внутренне трансформируемся, и будет зависеть наша жизнь. И поэтому важно сейчас опять, как бы то ни было, несмотря на то, что действительно грядет год кармы, и действительно это будет год
Есть очень сложный, ну, про это можно очень долго говорить, закон возврата энергии. В этом году он заработает просто очень мощно. Обычно закон возврата, он работает гораздо медленнее. Он приходит через 50 лет, через поколение. Это целое, ой, это вообще просто можно И часами поскольку энергии разговаривать. усилились, все вернется. В этом году очень быстро. Буквально большая часть из прошлого года, она вернется в этом году. И отсюда хорошие новости. Все, что мы сделали Порадуйте нас. хорошего, все, что мы делали просто, вот, например, «Делай добро, кидай его в воду», был такой, да, у нас раньше мультик советский. Это говорит о чем? Мы делаем что-то хорошее, мы не ждем ничего взамен. Но оно обязательно в этом году всем вернется. Прекрасно. На этой позитивной ноте я бы хотела поблагодарить за интервью. Спасибо большое, Анна, за ваши прекрасные вопросы. Спасибо. Приглашайте еще. Спасибо большое.